Дело в том, что исследования этого памятника ведутся уже в течение 60 лет. Вот. В свое время была версия, что здесь находился город Старый Сарай. Вот. Новый Сарай находился в Волгоградской области, на Царецком городище. Вот. И долгое время эту версию поддерживали практически все исследователи. Вот. Но дело в том, что ведь наша наука не стоит на месте. Каждый год экспедиции работают, накапывают новый материал, вот, появляются новые технологии изучения. Вот. Естественно, материал накапливался, информационный пласт накапливался. Вот. Здесь если раньше мы копали только в центральной части этого огромного города, то за последние годы мы очень сильно расширили географию раскопов, то есть уже начали копать в разных совершенно его частях, что тоже дало, естественно, достаточно большой пласт материала. Потом последние 3 года проходили большие работы здесь, связанные с социальной, скажем так, жизнью села. Это газификация. Вот. И нам удалось раскопать очень большие площади внутри села непосредственно. Раньше считалось как раз, что вот под селом находятся ранние слои 13 века, то, что вот относились к первому сараю. Но вот вскрыв как раз уже массивы под селом, мы сейчас убедились, что здесь картинка полностью соответствует тому, что тут находился город Сарай-Аль-Джадида, то есть новый сарай. Это дает нам и керамика многочисленная, и совершенно разнообразная. Это и огромнейший теперь корпус монет, который мы получили в ходе этих исследований. Плюс мы сейчас применяем очень много таких неконтактных технологий, которые позволяют нам покрывать и исследовать участки, которые не раскапываются ручным способом, а изучаются с помощью магнитометрии, ДЗЗ, то есть это космосъемка, ну и так далее, так далее, так далее. Сейчас у нас вот все это огромное пространство, а город занимает площадь больше 20 квадратных километров, вот, изучено достаточно серьезно. Все это вот уже и позволило прийти к тому, что старое убеждение о том, что здесь находился Старый Сарай, то есть первая столица Золотой Орды, это все уже остается в прошлом. Здесь был построен новый город, новая столица. Сразу 2 вопроса рождаются. Где тогда Старый Сарай? И второй вопрос, что тогда на территории Царева городища? Я начну со второго. Опять-таки, масса работ, которые проводились уже ранее коллегами, вот как раз на Царецком городище, и именно изучение корпуса монет дало информацию, что на месте Царецкого городища находился известный город Гюлистан. Вот. Совпадает абсолютно все. Вот, это же есть на территории Узбекистана, по-моему, такой город. И на территории, скажем так, Персии есть. Это восточное имя города. Вот. Городов с одним названием может быть достаточно много. Это восточный мир, вот, поэтому и восточное название города, город Гюлистан. Он и назывался в письменных источниках Присарайским, то есть недалеко от Сарая. Ну, скажем так, здесь вот эти вот километры, там 150-200 километров, это небольшие расстояния для монголов, скажем, поэтому он так и назывался Присарайский, это во-первых. А во-вторых, еще вся область, вот эта Нижняя Волга, начиная от Каспийского моря и, скажем так, до уровня современного Саратова, где находился город Укек, это была область Сарая, то есть ханский домен, который непосредственно, где находились ханы. Здесь проходили их кочевки летние, зимние, здесь находились их зимние, летние стойбища. Вот. И область Сарай, скажем так, от современного Саратова до Асхани, это вот огромное пространство, которое в письменных источниках называлось очень часто просто Сарай. Поэтому некоторые и путают, когда говорят город Сарай, вот там был в городе Сарае, или был в Сарае, да? Это, если современным языком говорить, поехать в Москву или поехать в Московию. Скажем так, Московия — это огромное пространство вместе с подмосковными и близлежащими областями, да? Для нас все это Москва. Вот. Но город Москва — это отдельная территория. То же самое вот и в Средневековье было. Сарай — это огромное пространство, область Сарай, ханская территория, и в то же самое время город Сарай.
Это вот по поводу, значит, Царецкого городища и города Гюлистан. Где находился первый сарай, то есть ранний, скажем так, здесь еще вопрос очень спорный. Сейчас осталось две версии. Вот, основных. Часть коллег считает, что первый сарай находился на месте Красноярского городища, который находится тоже у нас в Астраханской области, в дельтовой зоне. Вот. Ну, скажем так, я и некоторые коллеги, которые меня поддерживают, мы считаем, что первый сарай находился здесь вот тоже не очень далеко, скажем, местность Аксарай, вот то, что отсюда находится в 70 километрах. И как раз между двумя этими точками, Аксарай и вот Селитренный сарай, находится еще один замечательный комплекс, это Ханский некрополь, который обозначен на картах итальянских, про который писал Эвлий Челеби. Это Лопасский комплекс мавзолеев, где похоронены ханы-мусульмане. Вот. Поэтому здесь вот как раз очень получается и логично между двумя столицами, старой и новой, был вот сформирован такой вот ритуальный комплекс. Вы сказали, мусульманские ханы, имеется в виду Узбек и Джанибек, да? Вот здесь тоже очень сложно говорить. Если, скажем так, поддерживать старые версии, которые уже сформированы были годами, касаемо вот Лопасского комплекса, то большая часть исследователей считала, что там похоронены, да, такие великие ханы, как Узбек, Джанибек, Бердибек, Кирдибек. Вот, то есть первые ханы, не первые даже ханы-мусульмане, а вот именно ханы-мусульмане XIV века. То есть когда ислам стал государственной религией после ряда реформ, которые провел Узбек-хан. Вот. Но дело в том, что ситуация намного сложнее здесь. Нам об этом говорят достаточно большое количество письменных источников. Археологически мы это подтвердить пока не можем. Но, тем не менее, вот изучением Лопасского комплекса сейчас Институт археологии Халикова занялся, и мы уже работаем там несколько лет, пока не контактными методами. Вот. Пока мы изучаем, скажем так, этот памятник с поверхности, это проводим ряд магнитометрических исследований, проводили там космозондирование, которое тоже дало достаточно интересный материал. Сейчас стоит вопрос о том, что будет проведена там лидарная съемка, которая даст еще один пласт информации. То есть мы сейчас на таком этапе мы готовимся к археологическому вмешательству. И так как там сейчас технологии позволяют не сразу браться за лопату, да, а вперед вот изучить, поверхностно подготовиться, вот мы уже несколько лет занимаемся такими проблемами. И они дают очень серьезный и значимый материал. Когда вы рассчитываете все-таки приступить к вскрытию земли там? Это вопрос вообще очень сложный. Дело в том, что площадь объектов там громадная. Вот, скажем так, вот, чтобы понять, что такое Лопасский комплекс, мы все знаем очень хорошо знаменитый Горы Мир, да, вот, в Самарканде, построенный Тамерлану. Вот. Здесь были такие же сооружения, вот, такие же красивые, вот именно вот восточные, красивые, шикарные, скажем, богатые. Вот. Но можно сказать, что этот комплекс больше, чем Горы Мир, причем в несколько раз. Значимость Узбек-хана и Джанибек-хана – это одни из величайших, скажем так, руководителей того времени. Вот. Потом они не эмиры, а ханы были? Они были ханы, они были чингизиды, и потом их статус, их уровень, как вот именно государственных деятелей, он очень велик. У нас в школах просто и в институтах не изучают вот, историю таких личностей, хотя вот это надо. Скажем так, деяния, которые сделал Узбек-хан, они, я думаю, где-то намного больше даже, чем реформы Петра I и так далее, так далее, так далее. То есть это действительно были грандиозные политические государственные деятели, и реформы, которые они проводили на огромнейшем пространстве, вот, они достаточно значимы. Но если вы говорите, что этот
мавзолей, это был мавзолей, да? Там не один мавзолей, там комплекс мавзолеев, там создан такой мемориальный комплекс. Вот. Наши исследования пока дают нам 16 объектов, таких вот, ну, скажем так, крупных. Я думаю, что там сотни и сотни будет мелких объектов, потому что у каждого мавзолея со временем образовались еще, видимо, или родовые, или еще какие-то кладбища. То есть, скажем так, местные мусульмане Средневековья считали за честь быть похороненными поближе к ханам. И поэтому там, где возникли вот эти вот мавзолеи, где возник изначально этот комплекс, стали обрастать они еще и некрополями уже такими. Потому что, ну, это действительно это одно из святых мест ислама, можно будет сказать так. Но если это такие грандиозные сооружения, то почему сейчас нет видимых следов этого? А здесь причина совершеннейшая одна, разрушение и исчезновение золотоордынских городов в Нижнем Поволжье, по крайней мере, скажем так. Вот. Это 16-17 век, присоединение Нижнего Поволжья к Руси. Вот, строительство русского города Астрахань, вот, до этого был город Хрижтархань, вот, и строительство уже русской Астрахани, для того, чтобы не строить там кирпичные заводы, то есть для того, чтобы не увеличивать время и себестоимость, просто-напросто разрушались все сооружения, которые находились здесь, в Лопасе, да, на кирпич, и баржами по рекам, бесплатный вид транспорта, баржами вниз по течению спускались для строительства русской Астрахани. Астраханский Кремль, Астраханский Белый город был построен как раз из золотоордынского обожженного кирпича. Это единственная причина исчезновения всех этих объектов. Вот. Никакие войны здесь не происходили, никакие Тамерланы здесь ничего не разрушали. Вот. Это все сказки когда-то придуманные. Вот. Город существовал здесь, есть, скажем так, ряд письменных упоминаний уже 16-17 веков, это уже из серии русских летописных сводов. Вот. Есть ряд упоминаний о том, что здесь люди жили, вот, большие сараи тогда называлась эта местность. То есть потом было решено деревянную крепость в Астрахани заменить, построить кирпичный Кремль. И все, дали команду, стали разрушать здесь все сооружения, кирпич свозить туда и строить. Люди так и оставались дальше здесь жить, только уже не то большое количество, которое характерно для столичных городов, да, потому что, когда город захеревает, люди разъезжаются в разные стороны, где можно прожить, кто-то вернулся в степь, кто-то поднялся вверх по Волге, опять-таки, в сторону Болгары и Казани, кто-то спустился, наоборот, в русскую Астрахань, стал жить там. Здесь степные районы, торговые пути пошли уже совершенно другие, жизнь стала захеревать, и, скажем так, огромный город Сарай превратился в небольшое село, которое впоследствии при Петре Первом уже получило название Селитренное. Почему такая уверенность все-таки, что Тамерлан, значит, разгромил Тохтамыш, но не разрушил его? Дело в том, что ведь любая битва оставляет какие-либо следы. Просто-напросто, да. Вот в письменных источниках сказано, что Тамерлан прошел, значит, за Тохтамышем и сжег сарай. Вот. Очень подробно описано, как происходила осада Хрижтархани. Вот. Там достаточно подробные сведения даны, и они вполне могут считаться достоверными. Вот. Сарай столичный. За 60 лет здесь работы экспедиции не встречено ни одного, скажем так, эпизода, который бы говорил о каком-то там военном разгроме, насильственном пожаре. Бытовые пожары мы, да, здесь встречали. Но то, чтобы здесь убивали людей, бегали толпы вооруженных людей, ни одного свидетельства просто-напросто этому нет. Археологическое свидетельство имеется в виду. Вот. Доверять письменным источникам, понимаете, сжег сарай, это
он прошел, там, даже не сам Тамерлан, а какие-то его отряды такие для устрашения, ворвались, пробежались по области Сарай, где-то разгромили какие-то заставы, где-то разгромили какие-то караваны, то есть нарушил экономическую цельность. Вот, в принципе, это и был ударом по Сараю. Но сам город он не сжигал, не разрушал. Потом Эвлий Челеби, который, это уже 16 век, турецкий путешественник, который путешествовал и проходил как раз здесь, по Нижней Волге, он оставил очень подробное описание, в том числе и мавзолеев, которые были на Лопатском комплексе. Вот. Он их видел целыми, а это 16 век, это уже далеко после Тамерлана, это первая половина 16 века, даже к 17 веку, вернее, даже мы ближе идем. Вот. И Эвлий Челеби пишет, что купола мавзолеев он видел за 3 дня пути. То есть это огромное сооружение, которое действительно в степи видны достаточно далеко. Если учесть, что восточная и золотоордынская архитектура, в частности, это, значит, покрытие куполов майоликовыми поливными израсами, да, то есть понятно, что на нашем солнце это будет видать очень далеко, потому что огромное сооружение, естественно, видимость, ну, скажем так, за 3 дня я не знаю, честно, но за день пути, то есть километров за 20, за 30, это было совершенно спокойно, можно было увидеть. Вы говорите 16 век, да? Да, Эвлий Челеби, Эвлий Челеби. Какой год? Я год сейчас не помню. Ну, например, до падения Казани или после? Нет, это уже в это... Так, сейчас, секунду. Наверное, до... Так, это еще минуту. Я сейчас не скажу точно. Ясно. Но, тем не менее, он, получается, видел пустующие мавзолеи. Ну, а в мавзолеях никто не живет. Он видел мавзолеи. Он сказал, что у каждого мавзолея находится плита, где есть описание жизнедеятельности человека в нем похороненного. То есть это говорит о том, что мавзолеи стояли целостные, комплекс был нетронутый. Потом уже вот после присоединения Асхани и вот после команды, значит, на строительство кирпичного Кремля, вот, это все стало разбираться. То есть уже вот 16-17 век, 17 век это разбор, и здесь в том числе, и там. Значит, он видел все-таки до взятия Астрахани, наверное, да? Да. Понятно. И, может быть, последний вопрос. Что вы скажете о 7 буграх, где Итиль, как я понимаю, да? Ну, здесь что-либо сказать очень сложно. Вот. Создали ажиотаж. Вот, да, там есть объект, где есть слои сартовской культуры, доордынской еще. Сверху они перекрываются, да, каким-то ордынским небольшим поселением. Внизу там действительно есть материалы, которые можно связать с хазарским периодом. Но дело в том, что работы там только начались. Вот, это первое. Второе, работы проведены даже с учетом раскопов этого года в достаточно небольшом объеме. Вот, и сразу говорить о том, что там найдена Итиль, столица хазарского государства, но это просто глупо, по меньшей мере, вот, и неумно, или по-другому, да, неумно. Вот. Таких поселений будет достаточно много предмонгольского периода, потому что дельта у нас очень плохо изучена, дельта археологически плохо изучена, это первое. Второе, никогда не сильно не брал за внимание трансгрессия Каспия, вот, водосодержание Волги и остальных рек и так далее, так далее, так далее. То есть не было привязки к экологическим причинам, вот, к экологической основе. А если посмотреть на тот же самый 8 век, 10 век, это как раз совпадает с различными волнами трансгрессии Каспийской. На сегодняшний момент Каспий у нас уменьшается, да, постепенно освобождаются новые земельные участки, на которых тоже будут впоследствии находить памятники именно вот тех эпох. Потому что в 8 веке была достаточно сильная трансгрессия, когда затапливались огромнейшие территории. В X веке, как раз вот после падения
освоения Итиля была трансгрессия, и опять затапались огромные территории. Вот. К ордынскому времени, к XIII веку, Каспий находился наверное, практически в таком же состоянии, как на сегодняшний момент, а к XIV веку Каспий начал подниматься, поэтому часть людей с дельтовых районов стали двигаться вверх сюда, на север, потому что там жить было уже трудно, вот, особенно большому количеству людей. Сейчас постепенно, скажем так, Каспий спадает, освобождается новая территория, вот появляются новые памятники, ну, плюс новые понимания. Памятник на Семибугра будет, конечно, интересный, но говорить о том, что это Итиль, ну, это не просто преждевременно. Самозельское городище копается 20 лет, и тоже начинали с того, что Итиль. Вот, сейчас все-таки все теперь успокоились, все уверены, что это город Саксин 12 века, Саксиния. Вот, то есть это 20 лет работы. Здесь вот 60 лет работы понадобилось для того, чтобы прийти к выводу о том, что это не старый сарай, а все-таки новый сарай. Там на Семибуграх за 2 сезона с площадью раскопов меньше 100 квадратных метров общей площадью всех земляных работ говорить просто не о чем. Вот мы так послушали вас, и складывается ощущение, что Астраханская область это такой кладезь, на самом деле, и клондайк для археологии, и при этом вы, я так понял, считаете, что местные астраханские власти не так сильно заинтересованы в этом, да? Кто здесь копает вообще? Ну вот, скажем так, Астраханская область, она действительно достаточно отличается от других территорий, как говорится, и России, и бывшего Советского Союза, вот, тем, что это дельтовая зона. Вот. Здесь происходили развитие дельтовых цивилизаций и принципы развития дельтовых цивилизаций, вот, что очень характерно проявляется и в Египте, там, и в других дельтовых точках, их не так много. Плюс вот это вот, скажем так, торговые магистрали, дельтовая зона привели к тому, что здесь были столицы, ну, по крайней мере, мы уже понимаем, 3 цивилизаций, да. Это вот хазарского времени город Итиль, где он, когда-нибудь все равно ведь найдут. Вот, это город Итиль, это Саксин, город 12 века, и это уже вот огромный такой пласт золотоордынской цивилизации. Обе столицы находились здесь. Вот, поэтому это только, скажем так, такие города большие. У нас десятки малых и средних городов и сотни поселений. То есть все это было очень-очень насыщенно. Здесь был, ну, скажем так, один из центров вот этого узел международных торговых путей. Поэтому, конечно, им очень много памятников и очень много, скажем так, находок и сейчас сделано, и впереди еще будет делаться. То, что не получается все это достойным образом сохранять и мусифицировать, как вот это прекрасные примеры, я везде их всегда привожу. Это работа в Татарстане, как раз проект Болгар-Свияжск. Вот, это мощнейший проект в современной России. Такого, ну, ни одного пока не было, наверное, даже работы в Крыму, которые происходили и сейчас проводятся, они все-таки меньше, скажем так, и менее масштабные. Вот. Прекрасная работа. Я вот действительно и рад, и горд за коллег. Это вот работа в Болгаре. Это действительно вот прекрасное отношение к археологическому объекту, который не только научно изучается, да, но еще на самом современном уровне показывается. Это очень важная вещь. А когда он показывается, это дает и дальнейшие толчки к его развитию, и в том числе и научному развитию, и научному изучению. Здесь, к сожалению, такого в Астраханской области у нас не происходит. Как-то все проходит мимо вот, наших властей областных. Вот, хотя неоднократно мы готовили проекты в эту сторону. Причем я могу вам сказать, мы в свое время практически одновременно с Айратом Габитовичем, вот Сидиковым, начинали проекты, я по мусификации Селитного, и вот коллеги из Казани подготовили как раз вот новый проект по мусификации Болгара, вот уже современного. Вот начинали мы одновременно, но там уже все сделано.
здесь, может быть, когда-нибудь. Кто все-таки копает? Казань, Здесь сейчас уже вот на протяжении 20 лет, то есть, по сути дела, работы 21 века, можно так сказать, да, это работа нашей совместной экспедиции, вот, где принимают участие и ученые, и студенты Марийского университета, Казанского университета, Института археологии Халикова. Вот, то есть совместной работы мы проводим уже достаточно много. И только вы Да, на территории Астрахани? да. Нет, вот на территории селительного городища, скажем так. Вот. Экспедиция Института археологии Татарстана проводит здесь исследования и в других, скажем так, местах. Ну, менее значительные, пока носят они разведочный характер. Вот. А основные такие вот работы фундаментальные, это вот, конечно, здесь. И понемногу вот готовимся к Ла-Пасу.